В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Вооружен, но опасен ли? В Якутске ищут полицейского, скрывшегося с места службы с пистолетом. Лобовое столкновение со смертельным исходом. Кто или что стали причинами кровавого ДТП в Мирнинском районе? На замену кукурузнику в России создают региональный самолет. Основы цифровой трансформации чиновники Якутии вновь сядут за школьные парты. Оформить паспорт и записаться к врачу в один клик. Где в столице региона открыли еще один сектор электронных услуг. Книга как бесценный подарок. Несколько сотен изданий из личного фонда в дар для сельской библиотеки передал житель Якутска. В Находке 2 человека погибли при взрыве гранаты. Еще 2 находятся в крайне тяжелом состоянии. Их готовят к операции, сообщил представитель региональной администрации. Ранее власти сообщили, что сегодня в 17 часов 30 минут в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на 1-м этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. 2 человека погибли, 2 ранены, детей среди них нет. Здание не разрушено. Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы. Старший сержант Айтал Томский пришел на утренний развод, получил там табельный пистолет, а после отправился на место службы в аэропорт, где так и не появился. Коллеги направились к нему домой, но обнаружили там только форму беглеца, рацию и пустую кобуру. Судя по всему, полицейский переоделся в гражданскую одежду и скрылся с оружием. В настоящее время его разыскивают, разослана ориентировка. Между тем, якутская прокуратура выявила нарушение у временно исполняющего обязанности главы города по развитию территории. По результатам проверки выяснилось, что Евгений Григорьев не представил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своей супруги и детей. Кроме этого, на момент своего назначения он участвовал в управлении 5 коммерческих организаций. Отмечается, что трудовой договор с Евгением Григорьевым после был расторгнут. Лобовое столкновение со смертельным исходом произошло в Мирнинском районе. 70-летний мужчина, выезжая с обочины, совершил столкновение с внедорожником, в результате чего водитель легковушки скончался на месте происшествия. Погибший мужчина имел водительский стаж 40 лет. За текущий год к административной ответственности не привлекался. Водитель внедорожника был трезв. ДТП произошло в светлое время суток и в ясную погоду. Торжество на свадьбе обернулось для десятков людей серьезным отравлением. Якутский Роспотребнадзор приостановил работу сразу 4 ресторанов. Количество отравившихся в банкетных залах выросло до 42 человек. Ведомство сообщает, что 28 человек госпитализированы в инфекционные отделения. У 11 пациентов подтвержден диагноз сальмонеллез. Среди заболевших не только гости ресторана, но и работники общепита. В связи с этим Роспотребнадзор временно приостановил работу общества с ограниченной ответственностью «Сеул», которому принадлежат 4 ресторана: «Белые ночи», «София», «Пхеньянгван» и «Стелла». Управление немедленно провело проверку, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. И, усмотрев угрозу здоровью населения, управлением был наложен временный запрет на деятельность. И материалы готовятся для передачи в суд на приостановление до 90 суток. В данном объекте ранее при плановой проверке тоже были выявлены нарушения, и в ходе внеплановой проверки, которая проведена в этот раз, тоже выявлены нарушения, в том числе по персоналу, который они нанимают без трудовых договоров, с улицы, без медицинского осмотра, без гигиенического обучения. Лесные пожары стали причиной обмеления 3 крупнейших рек в Якутии. Уровень воды в Лени, Яне и Алдане опустился ниже критических отметок. По ним не могут ходить суда с большой осадкой. Такое обмеление рек в Якутии случается раз в 10-15 лет. Но в этом году уровень воды настолько низкий, как никогда прежде. Насколько критична ситуация, расскажет Саргалана Федорова.
Уровень понижения воды побил антирекорд 30-летней давности. Сегодня у берегов Якутска он составляет минус 213 сантиметров от контрольной точки. Пассажирские катера ходят с перебоями. Обмеление может помешать осеннему нересту рыб. Некоторым видам грозит даже гибель. Почти по всей линии с Усть-Кута до Жиганска действует ограничение по осадке судов. Это впервые за 33 года. Похожая ситуация наблюдалась в 1985 году. Почему такая ситуация возникла? Могу сказать, что это отсутствие осадков, паводкообразующих осадков, допустим, в Иркутской области, по реке Витим также. И, соответственно, малоснежная зима тоже в Иркутской области 2018-2019 годов. В соответствии, малый приток в реку Лена. Но еще страшнее – лесные пожары, которые продолжаются до сих пор. Они и причина рекордного обмеления. По словам специалистов, густой дым разъедает облака, и осадки попросту не выпадают. Даже если дожди выпадают, вода уходит в почву грунтов. Именно в отсутствии осадков видят основную причину обмеления реки. Скорее всего, давление, которое было образовано в связи с пожарами в Берханской котловине, в районе Верхояния, оно, значит, не допустило там облачность или дождевые облака. Снижение уровня воды сильнее всего сказывается на работе речного транспорта. Грузовые суда сейчас идут по линии с неполной загрузкой, чтобы не сесть на мель. По плану навигации в северные и арктические районы должны завести 1 миллион 245 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Из них на сегодня отгружено пока только 905 тысяч тонн. На севера около 80% завезено, 20% остается, около 82 тысяч тонн. Прогнозируем, что все груза будут доставлены. До конца навигации всего 40 дней. Остается ждать повышения уровней воды на проблемных участках, особенно в нижнем течении реки Яна. В ближайшее время в регионе ливни не ожидаются. По словам экспертов, на обмеление рек невозможно повлиять. И искусственно поднять уровень тоже нереально. А чтобы уровень воды в реках Якутии поднялся до нормы, понадобится несколько дней ливневых осадков. Саргалана Федорова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Россия создает новый самолет для регионального сообщения, который станет наследником легендарного Ан-2, кукурузника, эксплуатирующегося с 1947 года. Это будет воздушное судно вместимостью от 9 до 14 человек, соответствующее современным требованиям рынка. Эксперты подтверждают необходимость создания в стране самолета такого класса. Новая машина ТВС-2 ДТС будет создана в рамках заказа Министерства промышленности и торговли. Заявка на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета на сумму более чем 1 миллиард рублей уже размещена на портале госзакупок. Строительство моста через реку Марха и подходов к нему ведется по графику. В настоящее время строительство мостового перехода на трассе Вилюй выполнено на 81%. Подрядная организация, работа ведется круглосуточно. Сейчас возведены опоры моста, ведется сборка, монтаж и гидроизоляция пролетных строений. Одновременно на подходах к мосту ведется и устройство нижнего слоя основания. Благодаря вводу моста в эксплуатацию в конце этого года удастся обеспечить круглогодичный проезд внутри Нюрбинского района. Паромные ледовые переправы, которыми водители пользовались ранее, будут ликвидированы. Современное медицинское оборудование появится в учреждениях Южной Якутии. Там продолжается работа по капитальному ремонту и улучшению качества обслуживания. Ход работы в Нерингринском районе проверил председатель правительства Якутии Владимир Сулодов. Репортаж Александры Цыбиковой. Для Нерингринской ЦРБ Министерство здравоохранения уже закупило отоларингологический аппарат, лапароскоп, оснащение для кабинета офтальмологии и ЛФК с модернизированными тренажерами для детей с недугами по ЦНС и опорно-двигательным аппаратом. Сегодня мы отмечаем готовность уже амбулаторной помощи по онкологии. Она также через некоторое время после лицензирования будет открыта в Нерингринском районе, соответственно, являясь одним из
лидеров по онкологическим заболеваниям, я думаю, что здесь мы сможем выстроить систему по первичной диагностике. На текущий год Министерством здравоохранения республики в рамках программы развития начат капитальный ремонт детской поликлиники и намечено переоснащение, в том числе оснащение современным медицинским оборудованием, на которое заложено порядка 30 миллионов рублей. До конца года будет завершен ремонт первого блока, а в 2021 году всего капитального ремонта. Сегодня мы по-новому смотрим как на кадровый состав Нерюнгринской центральной районной больницы, так на взаимоотношения и с недропользователями, работающими здесь, так и на материально-техническую базу. И все это даст, в том числе с повышением переквалификации работников, результат, который уже сегодня идет, достижение которого происходит уже сегодня в работе. На прошлой неделе был открыт некоммерческий центр «Белая роза», направленный на диагностику женской репродуктивной системы и профилактику новообразований. Нерюнгри имеет все шансы стать вторым центром по качеству здравоохранения в республике. И я уверен, что мы, по крайней мере, тренд переломили уже. Понятно, что сложно мгновенно все исправить. Проблемы застарелые, многолетнее недофинансирование, но дает о себе знать. Но, по крайней мере, я точно могу сказать, что Нерюнгринский район сейчас получает больше всех внимания и больше всех усилий по развитию здравоохранения во всей республике. Примерный объем финансирования данной программы здравоохранения по Нерюнгринскому району на период до 2022 года составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Дефицита инсулина в России нет. Такое заявление сделал Минздрав. Ранее РБК сообщила, что почти 30% тендеров госучреждений на лекарства с начала этого года остались без заявок. Больше всего сорванных аукционов оказалось по инсулину. В ведомстве же пояснили, что существующий объем его производства в России полностью покрывает потребность. Вакцины против бешенства в запланированном объеме будут отгружены до конца августа. Кроме того, в ведомстве отметили, что Росздравнадзор ежемесячно отслеживает ассортимент цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. В августе увеличение цены в среднем составило 3%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке. Дефектуры рынка также не выявлено. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Основы цифровой трансформации. Чиновники Якутии вновь сядут за школьные парты. Оформить паспорт и записаться к врачу в один клик. Где в столице региона открыли еще один сектор электронных услуг. Книга как бесценный подарок. Несколько сотен изданий из личного фонда в дар для сельской библиотеки передал жителей Якутска. Мы продолжаем знакомить вас с главными событиями уходящего дня. Президент России Владимир Путин в Кремле сегодня провел совещание, в ходе которого обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост и текущая ситуация в реальном секторе экономики. По словам главы государства, за первое полугодие валовой внутренний продукт России вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6%. Владимир Путин назвал такие темпы положительными, однако в целом динамику неудовлетворительной. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Что еще бы хотел отметить уже в качестве положительного фактора, это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. И сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. И такое положение дел не может не вызывать беспокойства. Чиновников в Якутии обучат основам цифровой трансформации. Центр подготовки руководителей Высшей школы госуправления открыл программу повышения квалификации. Якутия стала 6-м регионом, в котором центр начал работу. Обучение прошли уже более 1000 государственных и муниципальных служащих страны. Программа состоит из практических и лекционных занятий. Глава региона А.С.Н. Николаев подчеркнул, что для решения задач по цифровизации госуправления создан проектный офис. И каждое ведомство республики до 1 октября должно разработать карту цифровой трансформации отрасли. Мы делаем самую серьезную ставку на технологическое развитие. За короткий срок мы уже вложили порядка 1,5 миллиарда рублей для создания благоприятных условий развития стартапов и инновационных компаний. Но
создание эффективной экосистемы институтов развития, вот создание IT-парка, создание вот таких компаний является только частью повестки цифровой трансформации. Оформить паспорт и записаться к врачу в один клик – все это можно сделать, не выходя из Национальной библиотеки Якутска. Там открыли сектор электронных услуг, где все желающие могут получить свободный доступ к таким сайтам, как Госуслуги, Е-Якутия, зайти на порталы различных ведомств и оформить услуги. Отдел работает в будни с 10 до 18 часов, в зимнее время с 9 до 18. В зале помогает специалист многофункционального центра. Первое время у нас будет консультант из «Мои документы» из МФЦ и наши специалисты. По развитию, да, во-первых, считаем, что необходимо масштабирование данного проекта по УЛУСам. Это однозначно нужно. А во-вторых, это как бы такой первый этап большой системы, которая планируется по повышению информационной культуры, цифровой культуры населения. Очень удобно, потому что, придя в библиотеку, ты можешь еще какие-то сделать операции по оформлению документов. И в том числе прийти в библиотеку и почитать любимую книгу. Ну, не знаю, может быть, здесь не такая будет очередь, как в МФЦ, потому что там, мне сказали, можно ждать очереди, может быть. Современные школьники учатся не за оценки, а для получения новых знаний. В Ленске сотни ребят проводят летние каникулы в физико-математическом лагере. О детях, склонных к точным наукам, расскажет Анна Кожевникова. Учиться никогда не поздно и никогда не рано. Даже в летнее время некоторым ученикам не сидится дома. Ленский физико-математический лагерь вот уже несколько лет подряд в СОШ номер 2 собирает по 100 и более детей. Невзирая на каникулы, каждое утро ребята спешат в школу. Именно в таких внеурочных занятиях порой ученики открывают в себе новые таланты и скрытые потенциалы. Любовь Рудых, ученица школы номер 1, призер ни одной математической олимпиады, здесь набирает опыта для дальнейших побед. Я каждый год участвую в множестве олимпиадах по математике и также по другим предметам. Мне очень интересно сюда ходить, так как тут решаются более сложные задачи. Мне это очень нравится. Обычно в данном лагере принимают участие дети со всего района, особенно активные нюйцы. Но в этом году возможности привести ребят из сельских школ не было. Уже 11-й год мы проводим физико-математическую школу. Ребята питаются, ребята занимаются. Но они не уроки, а занимательная физика, математика, информатика, где-то программирование. Снизили возраст участников, решили набирать учеников, начиная с 6 классов. На эту школу, да, приходят в основном те же самые люди. То есть мы практически всех друг друга уже знаем. Но, конечно, каждый год приходят несколько новых человек, но все равно мы быстро знакомимся. Итоговым заданием для участников физмат-лагеря было не решение уравнений, а презентация видеоролика о своей группе, постановка творческого номера и выпуск стенгазеты. Но и с этими далекими от точных наук задачками школьники справились на отлично. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыт в воскресенье на Аллее славы Русского культурного сада в Кливленде, штат Огайо. Посол России в США Анатолий Антонов поблагодарил в своем послании всех причастных к установке памятника и выразил убежденность в том, что установка бюста Гагарина послужит укреплению дружбы и взаимопониманию между народами России и США. А новые поколения исследователей наших стран достойно продолжат традиции своих предшественников. А вот в Якутске на заднем дворе Русского театра сотрудники обнаружили странного вида конструкции – трубы и балки, которые мало того, что портят эстетический вид здания, так еще и затрудняют проезд для автотранспорта, в том числе и для пожарных машин. Руководство театра вышло на подрядчиков. Стройтеплоресурс свои ошибки признал и пообещал в ближайшее время до начала отопительного сезона все исправить, назвав при этом конструкцию временными мерами. Сейчас просто проводятся плановые работы, то есть замена сетей. Вот, никаких перестроев, никаких вот этих вот переделок дополнительных не будет производиться. Они будут произведены уже, ну, то есть впоследствии, когда уже у нас примется уже новый проект реконструкции театра. 400 книг из личного фонда в дар для сельской библиотеки родного Бапагаинского наследия Вилюйского района передал Петр Федоров. 82-летний житель Якутска считает, что книга – это бесценный подарок. За 30 лет мужчина собрал произведения как мировых классиков, так и русских писателей. Здесь также есть и научные подписки. Все книги бережно сложены в коробки с обозначением имен писателей. Таким образом, 40 коробок с бесценным грузом отправятся в Вилюйский район.
Трудно перезвать. Сейчас сидите, читайте книги, там классиков и так далее. Но я думаю, что со временем люди поймут. И это ажиотаж на новые технологии немножко угаснет. И я думаю, что потом возвратятся и будут читать упоением. Потому что в генах, наверное, все же заложено вот это. Это наше общее достояние. Новый арт-объект, раскрашенный яркими красками. БелАЗ украсил Нерюнгри. Его презентовали в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «Лето Якутия». На торжественном открытии собрались горожане, которых ждал праздник, бесплатные мастер-классы, арт-терапевтические занятия и выступления местных талантов. Роспись машины художница Ирина Лебедевой заняла 3 дня. Помогали ей и волонтеры. Проект эскиза отталкивается от герба города Нерюнгри. Это 3 серьги и рыба. Это абстрактная работа, получается, фестиваль приурочен современного искусства Якутии. Цвета были выбраны желтый, синий именно по гербу, и мы добавили более сочных оранжевых цветов. Спасибо волонтерам, они очень помогли. И залазили, не знаю, на крышу. Вообще очень интересно. Амурский мед, молочная продукция и мясо. Все свежее и экологически чистое. В Алдане прошла ежегодная выставка-ярмарка сельхозтоваропроизводителей. На мероприятии, где собрались фермеры, садоводы, огородники, побывал и наш корреспондент Руслан Павлов. Поделиться плодами своего труда с жителями райцентра на сельхозярмарку в Алдан приехали садоводы-огородники из Тамота, Куранаха, сел района. Показать товар лицом получилось у всех. Лето выдалось теплым, а урожай не подкачал. Ежегодно приезжаю, я здесь постоянный, как говорится, член, можно сказать, торговли. И всегда со своей продукцией. Каждый год, начиная с весны, стараемся, конечно, все вырастить от и до, что-то экзотическое, что-то очень даже. Амурский мед, молочная продукция, свинина и крольчатина – все свежее и экологически чистое. Были и живые экземпляры, но не на продажу, а на потеху детворе. Кроль-король, собственность общественной благотворительной организации «Дари добро», зверь известный и не раз принимал участие в различных мероприятиях. Это наш домашний кролик, он уже у нас звезда. Мы его когда-то он с нами вместе участвовал в акции, проводили мы в октябре в прошлом году домашний мини-зоопарк в торговом центре «Дружба». В общем, он у нас знаменитость уже. Успехом пользуется, да. Кроме овощей, мяса и молочной продукции, на ярмарке были представлены различные поделки от местных обществ, инвалидов и пенсионеров, которые с удовольствием занимаются прикладным творчеством, выращивают у себя на огородах овощи, производят консервацию. Спасибо большое жителям нашего Алдана, которые поддерживают продукцию пенсионеров. Это значит, они уважают своих бабушек, уважают людей старшего поколения. А продукция выращена, сами знаете, добрыми, нежными руками. Жители города высоко оценили продукцию местных аграриев и садоводов-любителей за качество и доступную цену. Ярко отличившимся за лучший прилавок, большой урожай и ассортимент были вручены грамоты и символические подарки. Молодцы, все вырастили, урожай хороший. Я вот сейчас попробовала картошку домашнюю, сметанку взяла, творог взяла. А что я еще взяла? Мед. Так что спасибо, все молодцы. По мнению сельхозтоваропроизводителей, подобные ярмарки – хорошее подспорье в установлении хозяйственных связей и возможность реализовать излишки продукции населению без посредников, а значит, по более низкой цене, чем на рынке. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.